Добрый день, дорогие друзья! С вами телешоу «Эрудит», здесь на телеканале «Якутия-24». Сейчас мы находимся в Малой академии наук, где продолжаем видеть самую настоящую битву школьников со всей республики. Сегодня у нас блица, заключительная двойка игроков справа и слева. Дальше у нас полуфинал. Я надеюсь, вы все понимаете, что в республике очень умные школьники, очень умные дети. Но сегодня воочию мы убедимся в этом. Будут очень сложные вопросы, вы знаете, с разной категории. Я надеюсь, вы следите за тем, как ребята отвечают на мои вопросы. Также напоминаю, что вы можете посмотреть первый сезон. И прежде чем мы с вами сейчас вспомним правила и вспомним, кто является нашими спонсорами, давайте познакомимся с ребятами, с теми, кто сегодня схлестнется просто самыми настоящими интеллектуальными клинками друг с другом. Справа от меня находится Аян Савинов и Игорь Габышев. Ребята, у вас есть какой-то план, как победить соперников напротив? Конечно, есть. Поделитесь им? Секрет. Секрет, я так и думал. Может быть, тогда вы расскажете нашим телезрителям, вашим будущим фанатам, какие у вас есть хобби? Ну, в свободное от учебы время я люблю играть в теннис и в компьютер. Большой теннис или настольный? Ну, больше в настольный, большой я редко играю. Ага, спасибо. Аян? Я люблю заниматься программированием, я люблю смотреть сериалы, фильмы и... Отлично, отлично, очень современно и актуально. Я думаю, что в будущем, если выйдет какая-то грандиозная программа или новый искусственный интеллект, мы будем знать, что это сделал Аян, наш с вами земляк. Слева от меня находится Федор Тепляков и Ника Васильева. Ребята, а у вас есть какая-то стратегия, как обойти соперников? Ну, нет, наверное. Просто отвечать правильно на все вопросы, я так полагаю. Да. Хорошо. Если ребята рассказали нам про свое хобби, давайте я у вас спрошу, есть ли у вас в школе любимый предмет? Ну, мне нравится математика и информатика. Сегодня у нас есть вопросы из категории математика. Думаешь, они тебе принесут победу? Ладно, Ника? Мой любимый предмет — это физика, скорее всего. Вот. Физика. Да. Хорошо. Ребята с точными науками, да, дружат, в отличие от меня. Вы, если смотрели предыдущие эфиры, вы знаете, что я гуманитарий до мозга корней. Но мы будем сегодня видеть, как ребята отвечают на мои вопросы. Отвечайте вместе с нами, сидите перед экраном, там можете пить чай, не нервничать, жевать попкорн и голосовать за ту или иную команду. Поверьте мне, ребятам сложнее, потому что они находятся в студии прямо сейчас, видят друг друга, видят меня и немного переживают, поэтому, конечно, давайте мы их поддержим. А я напоминаю, что спонсоры у нас те же. Это Ростелеком, который предоставляет победителям подписку годовую на Ростелеком лицей. Я думаю, что это очень классный приз, потому что все мы сегодня сидим на подписке. Кто-то смотрит сериалы, кто-то подписку от Lingua.leo или других программ для изучения языка. Все мы на подписках сегодня. А еще один из наших спонсоров — это Open от Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Он предоставляет тренинги для ребят. Я думаю, что все мы хотим повышать свою квалификацию. Для кого-то это требуется по работе, для кого-то по учебе. Ребята тоже будут довольны узнать много нового и, может быть, развиться в новой области. Теперь немножко про правила. У нас есть две команды. Если вы смотрели первый сезон, вы знаете, что в первом сезоне мы боролись отдельно. Да? У нас были соперники без команд. Поэтому ребятам дается время. Я задаю вопрос, они могут обсудить и дать мне ответ. Потом другая команда. Никто ни у кого балл не ворует, не перехватывает вопросы. В этот раз идем спокойно. 20 вопросов общих и 10 вопросов из разных категорий. Также, конечно, у нас будет кот в мешке. Что такое кот в мешке, ребята? Смотрите какие-нибудь интеллектуальные передачи? Что такое кот в мешке? Вот, Аян знает. Это про литературу. Кот в мешке? Не обязательно. Ника? Это типа, когда можно ответить на вопрос, ну, типа, без очереди. Ну, что такое? Ребята ходят рядом, но это проще. Кот в мешке — это случайный вопрос от гостя. У нас будет видео-вопрос от очень классного гостя, и там будет действительно сложно. Например, в тот раз этот вопрос был в чем-то решающим. У нас победили Дамир Васильев и Михаил Артемьев. С отрывом всего буквально в 1 балл они вырвались от своих соперников. Может быть, и сегодня будет очень жаркая схватка. Итак, вы готовы? Да. Вы готовы? Да. Хорошо. Я вижу боевой настрой. Конечно, ребята немного скромничают, конечно, они немножко волнуются. Представьте себя на их месте, да? Я бы волновался. У меня здесь ответы, а у них ответы только в головах. Поехали! Ну, конечно, по традиции, которую я сам почему-то ввел, давайте сейчас Игорь и Федор сыграют в камень, ножницы, бумага, чтобы знать, какая команда будет первая. Камень, ножницы, бумага, раз, два... Не, еще раз. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Жаркая схватка, в которой Игорь побеждает. Итак, мы начнем с него. Вопрос первый. Как назывался первый космический корабль, который был построен Сергеем Королевым для Гагарина? Пожалуйста. Как назывался первый космический корабль? Как вы можете понять, это не Челленджер. Так как корабль был построен в Советском Союзе, слово какое-то русское. Наш ответ Восток. Восток, и это правильный ответ. Это правильный ответ, не юг, не север, не запад, а Восток. Переходим сюда. Ребята, вопрос такой к вам. Кто написал Муму? Вопросы разные, некоторые кажутся вам намного проще, чем другие, но так или иначе мы проверяем разные знания. Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев, все правильно, и он был бы сейчас рад, что его произведение читается в школе. Переходим сюда. Какая валюта используется в Турции? Довольно актуальная сегодня страна. Ну, наш ответ лира. Лира, и это правильно, не евро, не доллар, не фунт, к сожалению, не рубль, а лира. Переходим сюда. В каком году, нет, давайте так, в каком веке был основан Московский Кремль? Не будем мучить ребят годом, пусть будет век. В каком веке был основан Московский, тот самый наш легендарный Кремль, где все бросали монетку на нулевом километре? Вопрос сложный, но немножко дадим ребятам побольше. Все мы помним, что Кремль – символ России. Кто-то помнит такие слова, как кремлевская таблетка, да, такие были, кремлевские шоколадки. Давайте, 3, 2, 1. Есть ответ у вас? Нет. Вообще предположить век не можем. Давайте. 15 век. И это правильный ответ! А говорит Федор, ответа нет. Ника скромничала, 15 век. Точнее, во второй половине 15 века. Теперь к этой команде. Кто написал легендарного Щелкунчика? Если вы ходите в театр, да, оперы и балета, то, может быть, вы хоть раз слышали, что Щелкунчика написал этот русский человек. Маленькие подсказочки, я думаю, от меня будут уместны. Если мы говорим про музыкальное искусство. Возможно, вы подумали про литературное, тогда вот ответ, может быть, тоже засчитаю. Пожалуйста, ваш ответ. Чайковский. Да, это был Петр Ильич Чайковский, если мы говорим про музыку. Если мы говорим про литературу, это был Гофман. Но Чайковский, конечно же, про музыку, на что я и намекнул. Ребята молодцы. Переходим сюда. Здесь также, возможно, два ответа, потому что вы знаете, что одни говорят одно, другие другое, поэтому здесь, возможно, два ответа, я приму любой. Кто изобрел электрическую лампочку? Ребята, Федор, Ника, обсуждаем. Не забываем, работа в командах. У них есть время. Кто изобрел электрическую лампочку? Интересный факт. Многие думают, что слово «Светлана» появилось в Советском Союзе от слова «световая лампочка накаливания». Светлана. На самом деле нет. Потому что она появилась очень давно, очень давно. У Жуковского есть баллада «Светлана». Во времена Жуковского лампочек не было, конечно же. Поэтому это такая утка, которая в интернете имела хождение несколько лет назад. Пожалуйста, Федор, Ника. Кто изобрел лампочку? Ответа нет. Ответа нет, к сожалению. Вы могли ответить Томас Эдисон или Александр Ладыгин. Мы бы приняли. Вот, правильно говорит Аян, Ладыгин. Да, какой там Эдисон? Конечно, Ладыгин. Переходим сюда. Сложный вопрос. Какая планета в нашей Солнечной системе вращается вокруг своей оси очень медленно, делая один оборот за 243 земных дня? Делает один оборот за 243 дня. То есть у нас проходит 243 дня, а она делает только один оборот. Планет у нас не так много, поэтому я не буду подсказывать. Я слышу варианты, которые ребята говорят. Они знают очень неплохо астрономию, в отличие от меня. Пожалуйста. Ну, скорее всего, Юпитер. Юпитер, их вариант, к сожалению, неправильно, это Венера. Это была Венера. Возможно, такой вариант у ребят тоже был, но вопрос был действительно сложный. Переходим сюда. Какие цветы в декабре должна была найти девочка в мультфильме «12 месяцев»? Подснежники. Подснежники, спасибо. Согласно мифу, эта птица может возрождаться из пепла. Легендарная птица. Сразу ответ. Не дракон, уверен? Феникс? Правильный ответ, конечно. Мы принимаем этот ответ. Феникс, конечно же, да. Переходим сюда. Как по-другому называют теннисную площадку?
Хорошо, что этот вопрос не достался здесь. Игорь бы сразу ответил, но мы спрашиваем эту команду. Для Игоря этот вопрос, я так понимаю, напомню тем, кто подключился только сейчас, Игорь у нас теннисист, будущий победитель Уимблдона. Следим за его победами. Ребятам сложнее. Они у нас, как вы помните, математики, а не теннисисты. Как по-другому называют теннисную площадку? Очень короткое слово. 3, 2, 1. Ну, поле. Поле, к сожалению, нет. Корт. И Игорь явно знал, судя по его улыбке, он знал. Переходим сюда. Какой химический элемент играет ключевую роль в производстве компьютеров и мобильных устройств? Какой химический элемент играет ключевую роль в производстве компьютеров и всех мобильных устройств? Скорее всего, если вы смотрите нас с телефона, то вы тоже используете прямо сейчас этот компьютерный элемент. Или с ноутбука. Можете повторить? Да, конечно. Какой химический элемент играет ключевую роль в производстве компьютеров и мобильных устройств? 3, 2, 1. Наш ответ — медь. Медь! Медь! К сожалению, кремний. Кремний, наверное, такой вариант уже был. Спасибо. Ребята волнуются, и, возможно, такой вариант у них был. Итак, теперь вопрос этой команде. Какое растение является символом мира? Какое растение является символом мира? Животным символом является голубь, это мы знаем, да, птица. А растение? Подсказку даю. Ветка чего-то. Ветка чего-то. Возможно, вы перед экранами сидите и думаете, это так легко. Но вам там не нервно сидеть. Вы сидите в халате, у вас в стакане чай с молоком, да, возможно, воскресным утром. А ребята нервничают, да, им здесь поистине жарко, потому что мозги работают на 100%, да. И кто-то хотел ответить кремний, но ответил медь. А теперь мы услышим ваш ответ, пожалуйста. Верба. Верба, к сожалению, нет. Олива, так называемая оливковая ветвь, является символом мира. Переходим сюда. В какой стране находится крупнейший на Земле международный банк? Самый крупный международный банк в мире. Очень большое здание. Огромное здание. Хочется сказать подсказку. Я знаю, как что подсказать, но я не буду этого делать. Я доверюсь интеллекту ребят. Не буду их умалять их возможности. Пожалуйста. Мне кажется, что ответ Швейцария. Швейцария, к сожалению, нет. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, так называемый Бурдж-Халифа, где многие блогеры любят фотографироваться. Переходим сюда. Как называется место с горячей минеральной водой, которое используется для отопления, но и для оздоровления? Два слова, пожалуйста. Как называется место с горячей минеральной водой, которое может использоваться для отопления, но также и для оздоровления? Два слова. Тоже хочется что-то такое курортное подсказать, как и ребятам, но этого делать не буду. Все мы с вами, я надеюсь, хоть раз в год ездим в курорт. Я надеюсь, что вы работаете с такими возможностями, что вы сможете куда-то съездить хотя бы раз в год. Потому что у нас зима долгая, 5 месяцев, хочется на солнышко подольше посмотреть. Так, Федор, Ника, я потянул вам время. Ваш ответ? Ну, горячий источник. Горячий источник, я приму этот ответ. Геотермальный, ну или горячий источник. Спасибо. Переходим сюда. Как называется наука о озерах и их изучении? Сложный вопрос. Наука, которая изучает озера. Все мы с вами знаем, да? Легендарные озера. Байкал, Лабынкыр, марку 5 озер, да? Мы все с вами знаем, что такое озера. Но мы узнаем сейчас от ребят, знают ли они эту науку. Подсказка – это не озерология. Если хочется ответить озерология, то нет, не так. 3, 2, 1. Аян, Игорь, пас? Пусть будет океанология хотя бы. Нет, это лимнология. Лимнология. Какое событие считается началом эпохи великих географических открытий? Пожалуйста.
Какое событие является началом эпохи великих географических открытий? Открытие Америки. Открытие Америки Колумбом, действительно, это правильно, это происходило в 1492 году. Переходим к ребятам. В каком океане расположен Большой барьерный риф? В каком океане расположен Большой барьерный риф? Я думаю, что ребята знают этот ответ, тем более у них есть варианты. Не так много у нас существует океанов, поэтому, может быть, они, даже если не знают, попадут в правильный ответ, как на тесте. На Золотом кольце сидели царь-царевич. Мы все помним эту считалку, поэтому, может быть, у ребят есть шанс. 3, 2, 1. Ребята, ваш ответ. Индийский океан. К сожалению, нет. Тихий, конечно же, тихий. Переходим сюда. Ребята, сложный тоже вопрос. Какую легендарную книгу написал Бэр Грин Кроуфорд? Какую легендарную книгу написал Бэр Грин Кроуфорд? По крайней мере, он начал ее писать. Нет ответа. К сожалению, нет. А мы все хотим в эту книгу попасть. Это книга рекордов Гиннесса. Да, если вы думали, что книгу рекордов Гиннесса начал писать некто по фамилии Гиннесс, то нет, не обязательно. Переходим сюда, к ребятам. Какое природное явление возникает из-за разломов земной коры? Очень опасное явление. Не в нашей стране, в основном, да, если и в нашей, то где-то на Камчатке. Вот, но это явление грозит очень многим странам. Из-за разломов земной коры. Подсказок давать не буду, я уже дал, что у нас это явление в стране редкое, вот. Но где-нибудь там на Камчатке, на Сахалине я слышал, что это бывает. Ну, раз вы так подсказываете, пожалуй, пусть ответ будет землетрясение. Землетрясение – это правильный ответ. Это правильный ответ, можно было до него дойти. Переходим сюда. Вопрос к вам, ребята. Какая страна является родиной самого древнего письменного языка – шумерского? Древняя страна, очень древняя, она по влиянию на мир может посоперничать с Древним Египтом и Древней Грецией. Шумерский язык. Как называлась эта страна? Я немного изучала мифы, там очень интересные мифы есть, поэтому, может быть, ребята несколько моих подсказок примут. Там их изображали мужчин с очень курчавыми бородами. Есть ответ? Ника, Федор? Египет. Египет, к сожалению, он не услышал меня, я сказал, что это кроме Египта была страна, это была Месопотамия, да, рядом с реками Тигр и Ефрат, да, Месопотамия, шумеры, аккады, которые были очень древней нацией. У нас закончились общие вопросы, 20 вопросов мы прошли, для ребят, наверное, это пролетело как одна просто пуля, как мгновение. Аян, Игорь, есть какие-то мысли, может быть, вы чувствуете себя уверенно или наоборот понимаете, что вы проигрываете этой команде? Я чувствую себя так, как будто не ответил на такие легкие вопросы и опозорился на весь телеканал. Но это очень, я думаю, голословно. Не думаю, что кто-то сидит и думает: Игорь, как ты мог? Аян, какие у тебя мысли есть? Думаешь, ваша команда достойно себя показала? Ну, мы, мы знали правильный ответ. У нас было, два варианта, допустим, какие-то вопросы. Мгм. И мы... Например, про океан, да? Ну, еще про это. Да, про океан. Банк. Да, и вы выбрали другой вариант. Такое бывает. Где-то в параллельной вселенной вы ответили правильно, и Аян и Игорь сидят и говорят: мы выбирали между двумя и ответили правильно. Так, Ника, Федор, у вас какие эмоции после нашего первого тура? Ну, даже не знаю, проигрываем мы или нет, но, в принципе, ответили на вопросы нормально, мне кажется. Ника? Мне точно так же, как и у Игоря. Мгм. Хорошо. Солидарно команда вместе играет. А мы идем дальше, и есть подсказка, какая нас ждет дальше категория. Это страна с самой высокой концентрацией исторических памятников в мире. Просто не для балла, но, может быть, кто-то предположит, что это за страна. Более 55 памятников, которые зарегистрировала ЮНЕСКО, входит в эту страну. Более 55 легендарных памятников. Кто может предположить? Может, Египет? Египет. Все еще давит на Египет Федор. Когда-нибудь он съездит отдыхать в Египет и загорит. Нет, это Италия. Конечно, это Италия. Вспомните, пожалуйста, что такое Древний Рим.
да, и где находятся основные памятники, которые сохранились. Да, конечно, ЮНЕСКО зарегистрировал более 55 памятников. Как вы думаете, в какую категорию вопросов мы дальше играем? География? География. География. Ребята выбирали между двумя вариантами, они хотят сказать история, но они на этот раз сконцентрировались на правильных ответах. И мы идем к географии. Этот остров носит название, которое в переводе означает «зеленая земля». Ну, наш ответ Гренландия. Гренландия. Ребята переглянулись, поняли, что вопрос очень легкий, но, возможно, это был тот вопрос, который дальше их напугает, потому что нас ждут более сложные вопросы. Запутает, точнее. Пролив, отделяющий Мадагаскар от Африки, называется так. Ребята сейчас думают, а почему нам не Гренландия? Да? Почему нам какой-то пролив, который отделяет Мадагаскар от Африки? Начинается на первую букву моего имени, и, возможно, ребята сейчас думают, зря мы не запомнили его имя. Так, пожалуйста. Мадагаскарский. Нет, мозамбикский. Они подумали, что если Мадагаскар, то... Конечно, мультик чудесный, да, Мадагаскар, но мозамбикский. Переходим сюда. Какие горы находятся между Байкалом и Алтаем? Пам-пам-пам. География, возможно, у ребят не самая сильная категория вопросов. Пусть учитель по географии возьмет на заметочку Аяна и Игоря. Между Байкалом и Алтаем находятся горы. Ответ. Алтайский. Нет, хорошо, что не мадагаскарские, да? Это Саяны. Это Саяны. И, видимо, Аян хотел ответить, да? Мог бы догадаться. Саяны, Аян, да, какая-то подсказка, может быть, в этом и есть. Переходим сюда. Самый широкий пролив России. Самый широкий пролив России. Что это за пролив такой? Подсказок не будет. Ставки повышаются. Вопрос очень сложный. Надеюсь, ребята знают географию. Три, 2, 1. Пожалуйста. Каспийский. Каспийский. Нет, это Берингов пролив. Конечно, это Берингов пролив. Я хотел дать подсказку, что в честь некого Витуса, да, но вы, возможно, поняли бы неправильно, подумали, что я про певца. Нет, Витус Беринг был такой деятель. Переходим сюда, тоже вопрос из географии, но мемно легкий. Что написано на огромном знаке, который находится в пригороде Лос-Анджелеса? Голливуд. Голливуд. Мы помним, что Аян хочет заниматься IT, возможно, он переедет жить в Голливуд, да, и будет нам с вами присылать оттуда открытки на английском языке. Переходим сюда. В каком месте можно посмотреть на Мону Лизу? И ответ не экран телефона. А куда нужно прийти, чтобы посмотреть на Мону Лизу? Легендарную, по-моему, немножко переоцененную картину, да, многие исследователи так говорят, но у нее загадочная улыбка, непонятно, она улыбается, не улыбается, дает ли она те шансы или не дает, мы этого не можем понять. Переходим к ребятам, может быть, пока я тянул время, у них уже появился ответ. Федор, Ника? Париж. Точнее, понятно, что ты город назвал, а как называется вот здание, в котором хранится картина? Третьяковская галерея. Третьяковская галерея. Да, Федор продолжает нас радовать. Хорошо, что не Мадагаскарская галерея, да. Это Лувр. Конечно, это Лувр. Все мы хотим там побывать, так или иначе, да, и посмотреть на интересные картины, среди которых, конечно же, есть и картины русских художников. Переходим сюда. Как называется единственное море в мире, не имеющее береговой линии? Так. Судя по всему, у Аяна уже есть ответ. Не имеющая береговой линии. Береговой линии, не имеющая. Есть такое море. Если бы мне этот запрос задала моя учительница географии, я бы, наверное, впал в кому, пока меня вызывали к доске. Но, возможно, ребята все-таки имеют больше средний балл по географии, чем я. 3, 2, 1. Ребята, Аян, Игорь. Пас. Пас. Это Саргассово море. Саргассово море. Такое море тоже есть.
Мгм. Какую страну также называют Нидерландами? По-моему, вопрос очень легкий. Мы называем ее, а еще можно назвать ее Нидерланды. Хочется дать подсказку такую, но не буду. Ника, Федор, ваш ответ? Пас. Это Голландия. Конечно, это Голландия. Я хотел сказать, что именно там выращивают легендарные тюльпаны, которые ценятся во всем мире. Это именно в Голландии. Переходим сюда. Вам чуть повезло. Здесь можно ответить «да» или «нет». Правда или ложь, что самая длинная горная цепь в мире находится под океаном? Правда или ложь? Подумайте очень внимательно. Самая длинная горная цепь в мире находится под океаном. Это так или это ложь? Это у нас предпоследний вопрос. Затем мы зададим вопрос этой команде и отправимся дальше. 3, 2, 1. Правда или ложь, что самая длинная горная цепь в мире находится под океаном? Ложь. Ложь. Увы, это правда. Увы, это правда. Так называемый Срединно-океанический хребет протянулся на 65 тысяч километров и находится вдоль границ тектонических плит по дну океана. Возможно, ребята предполагали такой ответ. Переходим сюда. Как называется область устойчивого пониженного атмосферного давления? Область устойчивого пониженного атмосферного давления. Если вы смотрите хоть какую-нибудь передачу, где говорят о погоде, прогноз погоды, то там ведущий говорит так. А здесь мы видим, движется... Но слово одно. Что движется и что имеет область устойчивого пониженного атмосферного давления? Циклон. Циклон! Правильно, не циклоп, а именно циклон. Мы закончили вопросы с географией, и я думаю, что ребята готовы идти дальше. Интересный факт. Муравьи могут поднимать вес больше, чем в 50 раз от собственного веса. И при этом они хорошо ориентируются в пространстве, создают мосты из собственных тел и помогают друг другу. Как вы понимаете, дальше, я намекнул, да, что в 50 раз нас ждет категория математика. Ребята, как у вас с математикой? Вообще все прекрасно. У вас? Ну, отлично. Отлично. Ну, я так и предполагал, математика царица наук, и мы начинаем с этой команды. На черно-белой фотографии черный цвет составляет 80% площади. Эту фотографию увеличили в 3 раза. Какой процент составляет белый цвет на увеличенной фотографии? 20%. И это правильный ответ. Математика не подвела, ребят. Переходим сюда. 10 человек обменялись рукопожатиями. Сколько всего было рукопожатий? Считайте очень осторожно. 10 человек обменялись рукопожатиями. Сколько всего было рукопожатий? Подсказка не 100. Нужно сказать прям число. Да. Сказать много, достаточно или пойдет не надо. Надо конкретно назвать число. Ну, например, факториал. Ну, можно сказать факториал. Факториал – это не ответ. Нужно конкретно назвать, сколько получилось рукопожатий. Три, 2, 1. Есть? Давайте погрешность в 1 я зачту. Нормально. Федор? Ну, факториал 9, но мы не успели посчитать. 45. 45 получится, да? И, возможно, судя по тому, как Аян реагирует, он хотел ответить именно 45. Спасибо. Сколько составляет 20 минут от часа? Какая это часть часа? 1/3. 1/3, правильно, хорошо. Переходим сюда. Упростите дробь 20 и 60. 20 и 60. Как эта дробь будет выглядеть?
1/3. 1/3. Хорошо, да, мы видим, что ответы здесь близки. Где-то ребятам нужно слушать и другие команды. Переходим сюда. Кто написал легендарную математическую книгу «Начало»? Был такой древнегреческий ученый, который написал «Начало». Для меня звучит очень страшно, но, возможно, ребята даже заглядывали в эти начала. 3, 2, 1. Игорь? Ну, пусть будет Евклид. Евклид. И это правильный ответ. Это правильный ответ. Они понадеялись на удачу, и в этот раз она их не подвела. В какой-то параллельной вселенной они ответили Пифагор. Но правильно, Евклид. Молодцы. Что-то на А говорил Аян. Игорь послушался и ответил Евклид. Переходим сюда. Разделите число 144 на сумму его цифр. Вопрос, по сути, несложный, но ребята должны уметь работать в команде. 16. И это правильный ответ. 16, действительно, 144 нужно разделить на 9, и будет 16. Переходим сюда. Дайте мне 125% от числа 80. 125% дайте мне от числа 80. Наш ответ 100. И это правильный ответ. Это очень хорошо. Хорошо, идем сюда. Переведите число 0,125 тысячных в проценты. Сколько это будет? 0,125 тысячных в процентах. 8%. 8%, к сожалению, неправильно. 12,5%, да? 12,5%. Переходим сюда. Когда отцу было 37 лет, сыну было только 3 года. А сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет каждому из них сейчас? Я читаю второй раз, конечно же. Когда отцу было 37 лет, сыну было 3 года. Сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет каждому из них сейчас? Я не буду прерывать колдовство Аяна, математическую магию. Для меня я вообще боюсь. Мне кажется, там волшебники рядом не стоят с этой математикой. Сейчас сыну в 3 раза меньше лет, чем отцу. Игорь сдался, уже думает о том, что он будет есть сегодня на ужин, а Аян, возможно, еще считает. 5, 4, 3, 2, 1. Аян, нам нужен ответ. Ну, предположи. Кому сколько лет нужно ответить? Обоим нужно ответить. В 3 раза, да, больше? Ну, да. Пусть будет 54. Очень рядом, но, к сожалению, нет. Отцу 51, сыну 17. Да, и, возможно, Аян шел к этому ответу, пока занимался математическим колдовством. Переходим сюда. Как называют действия, если числитель и знаменатель дроби делят на одно и то же число, отличное от 0 и 1? Как называют действие, если числитель и знаменатель дроби делят на одно и то же число, отличное от 0 и 1? Сокращение. Сокращение дроби – это правильный ответ. Ребята ответили правильно. Далее нас ждет кот в мешке. Видео-вопрос, но прежде чем мы его услышим, хочется коротко узнать от одного члена команды, как чувствуете себя. Еще есть силы отвечать? Я чувствую себя еще тупее по сравнению с предыдущим раундом. Не на все получилось ответить, да? Но зато Евклид, видишь, радуйся. Так, Федор? Ну да, тоже на простые вопросы не удалось ответить, это печально.
Хорошо. И сегодня вопрос задает доктор биологических наук, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова Чиросов Михаил Михайлович. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые участники викторины. У меня вопрос. Витас Беринг – один из основоположников навигатской школы в нашей стране. Такая школа была создана в Якутске, в Охотске, в других местах. И там был учебный план. И в этом учебном плане был очень интересный предмет, связанный с военным делом. Какой это был предмет? Какой это был предмет, ребята? Время? Да. Работаем сообща. Доверьтесь интуиции. Здесь даем чуть побольше времени, но она тоже не резиновая. Судите. Пусть ваши знания приведут вас к победе. И время. Я думаю, что обе команды, пока я считал, успели написать ответы. Сдавайте мне ответы, ребята. Давайте мы узнаем, что же вы написали. У нас есть картография и картография. А теперь внимание на экран. Правильный ответ. Витас Беринг основал навигатские школы, в учебном плане которых было много предметов. Математика, астрономия, другие предметы. Но был предмет интересный под названием артиллерия. В то время все корабли имели пушки, надо было научиться управлять этим видом оружия. Ответ правильный – артиллерия. К сожалению, ребята не смогли ответить правильно. Вопрос замечательный, но сложный. Не артиллерия, а картография, написали они, и это неверно. Но так или иначе у нас есть результаты прошлых ответов, результаты предыдущих туров. И буквально с отрывом в 1 балл побеждает команда Аяна и Игоря. Аплодисменты им. Спасибо, спасибо. Прежде чем мы узнаем, какие эмоции они испытывают, не стыдно, я думаю, проиграть сильной команде. И хотелось бы узнать, что Ника и Федор думают по этому поводу. Как сегодня прошла для них игра? Ну, игра прошла классно. Ну, были интересные вопросы. Ну, я считаю, что мы хорошо отвечали. Ну, да, было, конечно, вопросы простые, мы не ответили. Но в целом все было хорошо. Спасибо. Ника? Рудит очень крутая программа, были крутые вопросы. На один вопрос я знала ответ, но я что-то не смогла сказать. Ну вот, все. Вот, и, возможно, именно этот ответ немножко их оттолкнул. Но так или иначе, и Аян, и Игорь уже предупреждали нас, что на несколько вопросов они не ответили, хотя знали ответ. Но теперь мы хотим узнать эмоции победителей. Пожалуйста. Мы, естественно, очень рады пройти в полуфинал. Для нас это большое достижение. Ну, Так, Аян, как ты думаешь, какой вопрос был самым сложным сегодня и наоборот, для вас самым легким? Начну с самого легкого. Самый легкий вопрос это был про какая надпись находится в Лос-Анджелесе. Голливуд. Да, Голливуд. А самый сложный вопрос был, наверное, про вещество из таблицы Менделеева. Кремний, да, а вы подумали медь, да. Ребята большие молодцы. Мне особенно понравилось, когда Игорь почти что отчаянным голосом сказал Евклид. И это был правильный, тем не менее, ответ, который, возможно, их и вытолкнул вперед. Мы готовы дальше видеть столкновение полуфиналистов. Сегодня у нас был последний раунд столкновения команды после Блица. У нас сражались Игорь Габышев, Аян Савинов, Федор Тепляков и Ника Васильева. Смотрите дальше «Эрудит» на телеканале Якутия-24. Меня зовут Максим Эверстов. Мы находимся в Малой академии наук. И впереди нас ждет все самое интересное и умное. Всем пока!